Елена Ямпольская хочет лишить меня родины. Вы спросите, кто это такая? Ни много ни мало советник президента, курирует вопросы культуры и молодежной политики. У себя в Телеграме она написала: «Русский равно родной». Противопоставление русского и родного недопустимо, на мой взгляд. Если русский не родной, то и Россия не родина. Честно говоря, когда мне прислали этот пост, я был уверен, что мне подбросили фейк. Ну не может нормальный человек, выросший в многонациональной стране, закончивший советскую школу и Российскую академию театрального искусства, так думать и тем более говорить. Еще как может, оказывается. То есть, если я считаю своим родным языком татарский, если на нем говорили мои мать и отец, мои деды и прадеды, я вообще кто? Где я родился и живу? Я был уверен, что живу на родине, в любимой России, родном Татарстане, братской семье равноправных народов. Я что, ошибался? Весь в поту взял Конституцию Российской Федерации. И, честно говоря, от сердца отлегло. Статья 26, пункт 2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Статья 68. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык, как язык государствообразующего народа, входящего в Многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. И пункт 3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. То есть, согласно Конституции России, все народы имеют право изучать именно родной язык. Русский, татарский, башкирский, чеченский, чувашский, удмуртский, якутский. Всего около 200. Так как же госпожа Ямпольская может говорить, если русский не родной, Россия не родина? Как она, чиновник высокого ранга, может так безнаказанно попирать Российскую Конституцию? Основной закон. Самый печальный. Ее слова уже находят адресата. И вот уже Министерство просвещения Российской Федерации втайне готовит изменения в федеральный государственный образовательный стандарт в ГОС. Название школьного предмета «Родной язык» уже с сентября этого года там хотят изменить на «Язык народа Российской Федерации». Помните великое стихотворение татарского поэта Габдуллы Тукая «Туган-тель. Родной язык»? Там есть такие строки: «О, как хорош родной язык, отца и матери язык! Я в мире множество вещей через тебя навек постиг». Осенью оно что, будет звучать уже так? «О, как хорош язык народа Российской Федерации, отца и матери язык! Я в мире множество вещей через тебя навек постиг». Барабжить-тек, дожили? И последний вопрос в завершении. Не пойму, почему все эти чиновники не только нарушают Конституцию России, но и плохо слышат президента нашей страны, который в каждом своем выступлении на эту тему говорит о необходимости поддержки родных языков народов России и создания условий для их сохранения и развития. Очень хочется услышать ответы на эти вопросы.